На госслужбе в Кыргызстане работает 17 486 чиновников, на муниципальной службе 9 750. Из них 99 на политических должностях. Мы должны требовать от госслужащих моральной чистоты. Мы выступаем против предательства и безделия. Просто так просидеть день на работе не удастся. Будем вести борьбу со всеми проявлениями коррупции, заявил Бакыт Аманбаев. По его данным, в стране каждый 347 человек – чиновник. На содержание чиновников тратятся огромные деньги, но толку от работы госорганов мало, поэтому сфера требует реформы. Множество дублирующих друг друга министерств и ведомств не будет, а их работа станет более эффективной. Мы приведем все в порядок, и уже после конституционной реформы новым составом, новой структурой будем работать над восстановлением экономики и других проблемных сфер. Для этого и была создана эта комиссия. Сокращение штата госаппарата позволит поднять зарплату остальным сотрудникам, отметил Бакыт Аманбаев. Кроме этого, это позволит привлечь к работе молодых и талантливых специалистов. Все чиновники пройдут переаттестацию, а новые кадры будут принимать только на конкурсной основе. Руководителям госорганов поручено до 20 ноября предоставить комиссии план по оптимизации своей структуры, сокращению штата и уменьшению расходов. Параллельно мы хотим создать так называемый карьерный кадровый резерв. Если это притворится в жизнь, то начнется настоящая реформа, которую объявил президент. В таких же маленьких государствах этот вопрос давно решен. Вот, например, в Венгрии всего 8 министерств. Туда ездил президент. Например, в Министерстве человеческих ресурсов там объединили Министерство образования, культуры и науки. Вот таким же образом мы можем создать эффективные ведомства. Любая реформа требует огромных ресурсов и времени. Самое главное, чтобы при сокращении чиновничьего аппарата не создавались новые ведомства, сходятся во мнении многие эксперты. Бакыт Кучманов, Нью ТВ.